Здравствуйте, это новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков. О главных событиях к этому часу. Информация и грация. Несмотря на сложность и ответственность своей работы, остаетесь нежной и прекрасной половиной нашего человечества. В Кремле наградили женщин, работающих в IT-сфере. Кто они? Дамы с аналитическим складом ума. Узнал Рамиль Шайдулин. Их приняли в Татарстане. Мне очень нравится этот город, тихий, спокойный. Как сейчас живут вынужденные переселенцы, которые приехали в Бавлы еще 8 лет назад, увидела Филюза Хамидуллина. Казань готовится к паводку. Будет проведено береговое укрепление и необходимая отсыпка. Какие работы ведут в Приволжском районе, увидел Тагир Валиди. Несмотря на сложности и ответственность в работе, вы остаетесь нежной и прекрасной половиной нашего человечества. Такими словами Рустам Минниханов сегодня поздравил женщин республики. Этот год в Татарстане объявлен годом цифровизации. И впервые в преддверии Международного женского дня в Казанский Кремль были приглашены только представительницы сфер связи и IT. Это связисты, программисты, почтальоны, диспетчеры службы 112 и ученые. Рамиль Шайдулин о тех, кто совмещает грацию и цифровизацию. Классическая музыка играет для тех, кто обычно слышит стук клавиш и гул серверных. Эти дамы в элегантных костюмах – те, кто отвечает за цифровизацию Татарстана. Программисты, преподаватели, работники связи. Вы своим профессионализмом вносите весомый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики. И несмотря на сложность и ответственность своей работы, остаетесь нежной и прекрасной половиной нашего человечества. Рустам Минниханов награждает их в преддверии Международного женского дня. Прекрасной половине цветы, госнаграды и благодарность. Конечно, это очень волнительно и очень приятно и неожиданно. Новиковой Светлане Владимировне. Светлана Новикова каждый год выпускает профессиональных айтишников, программистов, аналитиков, администраторов. Говорит, за 26 лет поменялось многое, но всегда остается желание самосовершенствоваться. Все задачи, которые выполняла вычислительная машина с половиной этой комнаты, выполняет мобильный телефон. Наши преподаватели постоянно должны, если не опережать, то хотя бы идти в ногу со временем. А вот Ольга Новикова благодаря технологиям спасает жизни. Вот уже 13 лет она специалист службы 112. Говорит, с приходом цифровизации они расширили ареал оказания помощи. Неважно, где находится человек, то есть на каком субъекте Российской Федерации, мы принимаем также вызовы и передаем их в те экстренные оперативные службы для реагирования. Гафиятуллина Халида Шаукаткызы. Халида Гафиятуллина – почтальон. Плюсы цифровизации видит в своей работе. Если раньше всем носили уведомления, теперь многие получают их на смартфоны. Легче, но работы все равно много. Кто работает, тот всегда у него работа есть. И у Гульназ Шайдуллиной с каждым годом работы только прибавляется. Она отвечает за внедрение услуг татарстанского поставщика связи. Говорит, здесь нужен холодный ум. И он есть не только у мужчин. Есть ведь разные люди. И женщины встречаются такие, которым нравится информационная технология, так скажем. Так же, как и мы, вот собралась команда, которой это интересно. В информационной сфере Татарстана работает больше 12 тысяч женщин. Цветы и награды из рук президента сегодня получают 29 из них. Необыкновенный день и незабываемый 8 марта. Нам всем цветы подарил президент Татарстана. Наше цифровое развитие Республики Татарстан сейчас вышло на качественно иной уровень. И все это благодаря вам. Президент, в свою очередь, благодарит их за ответственный подход к работе. Именно благодаря им жизнь татарстанцев становится удобнее. Рамиль Шайдулин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань. Маркетплейсы тоже завоевывают женщины. Сегодня в Татарстане их 1000. Это 40% продавцов на электронных площадках. И за прошлый год они заработали $1 миллиард рублей. Об этом журналистам-женщинам в преддверии 8 марта рассказали на пресс-туре «Логистический центр» одного из российских маркетплейсов в промпарке «Зеленодольск». За прошлый год продавцов женщин на электронной площадке стало в 5 раз больше. Большинство из них продают одежду, а также товары для дома и сада. По итогам прошлого года у нас было 3300 предпринимателей, которые продавали свою продукцию на маркетплейсах. Сейчас их 23 тысячи предпринимателей. А вот эта выручка за 2021 год. 25 миллиардов рублей. Она небольшая,
Первый год, когда выходит предприниматель, он делает ошибки, у него не всегда растут стремительно обороты, то есть необходимо наработать тоже свою некую практику. В Лениногорске состоялось второе заседание суда по громкому делу. 3 врачей Центральной районной больницы обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью пациента и халатности. По версии следствия, из-за их действий Юрию Тимошенко ампутировали ноги. Как отмечено в материалах дела, во время операции один из врачей находился в состоянии алкогольного опьянения и ввел наркоз без учета противопоказаний. Это могло привести к некрозу спинного мозга. Как стало известно, у пациента был особый диагноз, и медики утверждают, что он скрыл его от них. Но потерпевшая сторона уверена, дело не в диагнозе мужчины. Что еще стало известно на процессе, в материале Филюзы Хамидуллиной. Боль непосредственно от того, что проколы были иглой, или же когда содержимое раствор вот этот вводился, получается. Вот этого я уже не чувствую, это честно. А это уже не чувствую. Второе заседание суда началось с допроса потерпевшего. На скамье подсудимых 3 врачей из Лениногорска. Анестезиолог Сергей Гриднев, травматолог-ортопед Рустам Темралиев и на тот момент заведующий травматологическим отделением Фаргат Талипов. По версии следствия, из-за их действий Юрий Тимошенко лишился обеих ног, хотя в травмпункт он обратился с переломом. Это было 21, по-моему, января 2017 года. Госпитализировали. Да, сразу госпитализировали, положили на вытяжку. По словам Юрия Тимошенко, через несколько дней после травмы ему сделали операцию по установке аппарата Елизарова. По его показаниям, во время операции анестезиолог был пьян. Тогда пригласили другого специалиста. Он ввел наркоз пациенту. Скажите, у вас сразу получилось? Да, с первой попытки. Без проблем. А скажите, пожалуйста, в чем тогда затруднения у Гриднева были? Почему не получалось? Вы были приглашены? Не могу сказать. Это все индивидуально. Ну, я вот так сидел. Они вот сзади меня все крутились. Новую иглу и потом ввел препаратное. А он как-либо пояснял, почему не произошло? Не получилось у Гриднева, то есть в чем там причина была? Трудности там технического характера? Такие перепалки. Перепалки? Ты опять не в адеквате, что ли, что-то наподобие такого. Следствие пытается понять, могли ли эти медицинские манипуляции привести к некрозу спинного мозга, затем и к ампутации ног. Врачи свою вину не признают. Абсолютно никаких комментариев. По версии гособвинения, врачи не выявили у пациента противопоказаний к спинномозговой анестезии. У Юрия Тимошенко на момент лечения был особый диагноз. Принимающий врач спрашивал вас? Что нет, ничего не спрашивал. Ну, давайте скрывали бы. Кто скрывал? Как я могу это скрыть, если я лечился у нас в Лениногорске? Опросили заведующую отделением неврологии. К ней Юрий Тимошенко попал после того, как перестал чувствовать конечности. По материалам дела обвиняемые врачи, обнаружив неврологические нарушения у пациента после операции, не обратились к узкому специалисту. Скажите, какой порядок получается, когда человек к вам поступает, его в тот же день осматривают, или же вечером его к вам перевели и на следующий день? То есть как это? Нет, пациент осматривается в любом случае сразу при поступлении. Конечно. Заседание шло более 3 часов. Врачи комментировать ход дела отказались. Ничего, поскольку сегодня только начали допрашивать. Мы считаем, что вины моего подзащитного в данных событиях нет, так как он был хирургом-травматологом и, соответственно, никакого воздействия на спинномозговой канал он оказать не мог. А его именно обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Они также пытались сослаться на какие-то имевшиеся у него заболевания, однако впоследствии медицинские учреждения опровергли возможность взаимосвязи данных заболеваний с последствиями, в том числе и допрошенные в суде свидетели, в частности Нигматьянов, подтвердил то, что очень маленькая вероятность связи каких-либо предшествующих заболеваний с наступившимися последствиями. Если вина врачей будет доказана, им грозит до 5 лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 13 апреля. Будут допрашивать медсестер, родственников Тимошенко и врачей, которые в день его поступления дежурили в приемном покое. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Лениногорск. Сегодня ряд интернет-изданий республики подверглись DDoS-атакам и работали в течение дня сайты реального времени и бизнес онлайн. Предварительно атаки были совершены из-за рубежа, в частности из Нидерландов и США. Над устранением проблем работали технические службы. Поддержка и солидарность. Сегодня сотрудники Казанского авиационного завода провели акцию в знак поддержки специальной военной операции Российской Федерации на Украине. Главный лозунг заводчан «Своих не бросаем». Тагир Валиди продолжит. Наша страна отличалась тем всегда, что умела держать удар.
Поддержим наших солдат, сила в правде, и уже ставшее объединяющим, своих не бросаем. С такими лозунгами на плакатах сотрудники Казанского авиазавода выразили поддержку специальной военной операции на Украине. Мы, безусловно, поддерживаем нашего президента по проведению спецоперации. И также мы верим, что наши вооруженные силы справиться с поставленной задачей. Эта спецоперация назрела за последние годы. То, что происходило, все уже показали, то, что другого выхода просто не было. Нам нужно отстаивать свою родину. К акции присоединилась и молодежь, и ветераны. Сергей Мансветов на предприятии работает почти полвека. Рассказывает, о бандеровцах знает от отца. Он столкнулся с ними во времена Великой Отечественной. Напряженнейшая обстановка стоит. Надеяться на то, что это пройдет мимо нас, надежды нет. По очень простой причине, что при их наглости и агрессивности они пришли бы и к нам. Сегодня авиационный завод попал в санкционный список Евросоюза. Обращаясь к коллективу, руководство отметило, намерено выполнить все возложенные на них обязательства. Руководство делает все для того, чтобы в первую очередь сохранить коллектив, сохранить производство, обеспечить работы, обеспечить обороноспособность нашей страны. Спасибо вам за активную, жизненную гражданскую позицию. Я верю, что это прекрасное предприятие, имеющее огромный опыт, великую историю, всегда будет на передовых позициях. Акцию солидарности поддержали более 100 заводчан. В годы Великой Отечественной войны здесь выпускали знаменитые П-2. 10 тысяч машин сошли со стапелей завода. Многие из работающих сегодня – продолжатели династии, которые знают, что такое защищать Родину. Тагир Валидир, Амиль Галиуллин, Адель Мендубаев, ТНВ, Казань. На фоне введенных санкций правительство России объявило о дополнительных мерах поддержки бизнеса. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин. Так, с 10 марта и до конца года вводят мораторий на плановые проверки ИП, малых и средних предприятий. Правительство субсидирует выданные в 2021 году кредиты ФОД 3.0 на 6 миллиардов рублей. Эта программа позволяла предпринимателям получить займы по низкой ставке. Тем самым бизнесмены могли сохранить рабочие места, выполнять социальные обязательства по выплате зарплаты, по аренде и коммунальным платежам. Еще на полгода продлевают программу компенсации предпринимателям расходов на использование системы быстрых платежей. На это выделят 500 миллионов рублей. Для поддержки сельхозпредприятий продолжит действовать льготное кредитование. Из федерального бюджета на это выделят 5 миллиардов рублей. Также субсидируют более 8 тысяч ранее выданных кредитов в сфере АПК. Отдельные меры поддержки для сферы IT. На 3 года IT-компании освобождаются от уплаты налога на прибыль и проверок контрольными органами. Они смогут взять кредиты на продолжение работы и новые проекты поставки не больше 3%. IT-специалисты до 27 лет получат отсрочку от военной службы на время работы в российских компаниях. Как санкции отразятся на предпринимателях, в частности на строительном бизнесе? Сегодня этот вопрос мы задали директору строительной компании из Казани Динару Минахметову. Он строит дома здесь, а также в Ижевске, Москве и в Набережных Челнах. С какими проблемами он уже столкнулся и что может помочь строительной отрасли? С кризисом мы сталкивались в 2008 году. Тогда пришлось все остановить, материалы выросли. Также в 2014-2015 годах. Тогда у нас материал сильно вырос. У нас стали квартиры, которые мы выкупили в зачет. Мы тогда выкупали квартиры. И пришлось подстраиваться под рынок. Но при этом мы выжили. Но мы ожидаем со своей стороны поддержку государства. Я думаю, она обязательно будет. То есть застройщиков на практике прошлых лет видим, что застройщиков всегда поддерживали. И скорее всего будут вводить какие-то ипотечные ставки, льготные программы. И за счет этого, я думаю, мы продолжим работать. Многих вынужденных переселенцев из Донбасса Татарстан принял еще в 2014 году. Тогда в республику приехала и семья Матека из Донецка. Светлана до сих пор живет в Бавлах. Она швея, работает в бутафорном цехе районного дома культуры. Говорит, за эти годы Татарстан стал второй родиной и со слезами на глазах вспоминает события 8-летней давности на Донбассе. Там сейчас ее дети и муж. О чем они мечтают сегодня в материале Филюзы Хамидуллиной. Мне очень нравится этот город, тихий, спокойный. За последние 8 лет местный ДК стал почти родным. Светлана Матек работает здесь швеей. Все костюмы, реквизиты бутафорного цеха проходят через ее руки. Приехала она в Бавлы из Донецка в 2014 году, когда начались обстрелы на Донбассе. За эти годы не было ни дня, чтобы я не думала о родном городе, говорит она. Каждый день по несколько раз созванивается с мужем, который записался добровольцем и остался на родине. Алло, да, привет. Да, привет. Привет, как там город? Да нормально, потихонечку живем.
О том, что было 8 лет назад в Донецке, Светлана Матека рассказывает со слезами на глазах. Бессонные ночи, обстрелы, закрытые школы, магазины. В одночасье город превратился в поле боя. Сбрасывали тепловые ловушки, то есть я поднимала голову, надо мной просто вот это брюхо этой сушки пролетало. Было очень страшно. А потом начались обстрелы города. Тот, кто это не пережил, этого никогда не поймет. То есть это очень страшно. Семья решила уехать в 2014 году, когда стало понятно, что школы к 1 сентября в Донецке не откроются. С 2 сыновьями и мамой они эвакуировались в лагерь Матвеев-Курган. Оттуда на поезде МЧС в Татарстан. 3 недели мы ждали, то есть постоянные бои были. Я собрала вещи, когда утихали бои, я плакала, говорила, я никуда не поеду. Я выкладывала сумки, потом, когда начинались обстрелы, я опять собирала сумки. То есть это было очень тяжелое решение. В Бавлах нас встретили как своих, рассказывает Светлана. Уже через неделю она начала работать с преподавателем по кройке и шитью в аграрном колледже. Семье выделили общежитие, сыновья пошли в школу. 2 года назад, когда ситуация на Донбассе улучшилась, дети с бабушкой уехали обратно в Донецк. Мама очень захотела туда, ей тяжело здесь находиться. Она пенсионерка. Я отвезла детей и маму с условием, что я вернусь сюда на работу, поскольку здесь действительно требовалась моя работа. Светлану Павловну мы приняли как свою. Она очень креативная, творческая личность, слилась в нашу семью. О Татарстане раньше и не слышала, рассказывает Светлана, а сейчас даже освоила татарский язык. Полноценно я еще не говорю, девчонки мне помогают, то есть что-то переводят. Когда узнала, что началась специальная военная операция, была очень рада. Слезы текли по щекам, делится своими эмоциями Светлана. Они ждали этого долгих 8 лет. Там просто как раковая опухоль развивается. Если это не остановить, это распространится дальше. Я очень надеюсь, что отбросят их от наших городов и что их уничтожат националистов на Украине. Светлана Матека верит, совсем скоро в родном Донецке воцарится мир. И, наконец, можно будет вернуться домой. Жить в благополучной стране вместе с семьей – ее самая заветная мечта. Главное для меня сейчас здоровье и безопасность моих детей, моих близких. Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, ТНВ, Бавлы. Сегодня 8-й день специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины. Многие деятели культуры России, в том числе и Татарстана, поддержали спецоперацию и поделились с нами своими мыслями. Давайте их послушаем. Есть вынужденные меры. Чтобы наступил мир, порой, как в хирургии, когда метастазы, когда надо вовремя мешаться, даже я считаю, что мы уже опоздали. Если мы это сделали бы раньше, потому что это братский народ. И кучка марионеток, которым диктуют там с Америки, люди, у которых нет настоящей истории, нет высокой культуры, общество, которое разлагается. А мы великий народ. И мы не можем позволить, чтобы над нашими собратьями издевались. Если вот этой спецоперации не было бы, надо понять вот это. Через сколько-то время нас начали бомбить. Вот те фейки, которые у нас выпускают люди, они не думают о том, если начнут нас бомбить, им тоже попадется. Умрут наши дети, наши матери, наши друзья. Вот чтобы пресечь это, надо было вот эту операцию начать. То, что сейчас происходит, я еще раз хочу сказать, что сегодня очевидно, что это должно было произойти еще раньше. И наша задача на этом фоне консолидироваться. Информационная война и санкционная на то и существует, чтобы нас всех разобщить, посеять между нами сомнения и недоверие к руководству, недоверие к тому, что делает сегодня руководство. И нам стоит как раз думать об этом, о том, чтобы мы, собравшись, как всегда делали русские, в самый сложный период истории, выдержали вот тот напор, который сейчас на нас оказывает западный мир, и вышли оттуда более сильными.
17-летняя Эльмира Кадырова уже год борется с лейкозом. Лечение дает свои плоды, но обессиленный организм начал сдаваться. Все это, по словам врачей, последствия химиотерапии. Мама подростка боится, что дочь может не справиться с такой нагрузкой, и семья собирает деньги на курс лечения в Турции. Как можно помочь девушке, расскажет Рамиль Галиуллин. Уже несколько дней Эльмира практически ничего не ест. Это последствия химиотерапии, рассказывает ее мама Айгуль Кадырова. Рак крови обнаружили в прошлом году. Лечиться начали сразу, но последствий было не избежать. Из-за приема препаратов Эльмира набрала 20 килограммов. Она чувствует постоянную усталость. Улучшений нет, и мы переводим нашего ребенка в онкологию. Когда так сказали, я уже поняла, что что-то не так. Эльмира учится в 10 классе, уже готовится к ЕГЭ по химии и биологии. Поступать решила в медуниверситет, но сейчас главное – пройти реабилитацию. Лейкоз изменил жизнь многодетной семьи. Теперь все усилия брошены на спасение дочери. В прошлом году Эльмира прошла серию сложных процедур. С ноября лечится дома. Но организм девочки, ослабленный медикаментами, дает сбой. В декабре совсем плохо стало. Она и кушать перестала, рвота началась, головные боли. Было предположение, что нейролейкемия. Это когда раковые клетки проходят в ткани головного мозга, нервной системы. Обследование показало утолщение ткани челюсти и гортани. Врачи рекомендовали подождать еще 3 месяца и сделать МРТ повторно. Однако уже в феврале состояние девочки ухудшилось, стали болеть суставы. Я не хочу этого ждать. Чтобы потом не сожалеть, что я как мама не все сделала. Поэтому я решила обратиться в клинику. Почему клинику Турции? Просто из нашего отделения несколько детей там лечились. 2 из них вылечились. 1, к сожалению, поздно обратился. Реабилитация в турецкой клинике стоит более 2 миллионов рублей. Накопленных денег оказалось недостаточно. Нужно собрать еще половину суммы. Сейчас семья надеется только на помощь неравнодушных людей. Помочь Эльмире с реабилитацией может каждый. На экране телефонный номер и банковские реквизиты. Химиотерапия ослабляет не только рак, но и организм. Мама Эльмиры боится, что дочери станет еще хуже. Рамиль Галиуллин, Тагер Валиди, Марат Зайдуллин, ТНВ, Казань. Поселок Первомайский в Приволжском районе Казани топит каждый год. Местные говорят, водоотводный канал не справляется. Весь порос кустарником и забит мусором. Администрация обещает построить новый за 9 миллионов рублей, а также очистить берега, посадить деревья и даже отремонтировать пешеходные мосты. Тагир Валиди оценил масштаб работ. Экскаватор чистит от снега центральную улицу поселка Первомайский. Сейчас для рабочих главное успеть до потепления. Отопление было, овраг вышел из берегов. История может повториться. Это один из проблемных поселков города. Весной и летом дома и участки ушли под воду почти на полметра. Вот кадры, на которых люди сидят на крыше, спасаясь от паводка. Мы поднимали холодильники, чтобы они у нас не сгорели. То есть полдня почти уходила вода. А в огороде что творилось? Сейчас оборудуют, делают, да, нормально должно быть. Если заторов не будет на мостах, на пешеходных, тогда будет проходить вода. Чтобы не допустить потопа впредь, с начала недели здесь начали масштабные работы. Параллельно с уборкой снега очищают и углубляют водоотводный канал. Работы на этом водоотводном канале еще только начались. Как мы видим, здесь уже подготовили берег и удалили с него лишние деревья и кустарники. В дальнейшем сам канал будет углубляться за счет удаления из него ила. Тем самым увеличится его проходимость. Администрация района проверила состояние канала, снесла незаконные хозяйственные постройки. Теперь начнут укреплять берега. Есть спасение, канавку чистили, но опять они положили туда какие-то камушки. Я каждый день иду, смотрю, не застрянь, думаю, даже до сюда дойдет. Но, как заверяет глава района, опасения напрасны. Новый канал прослужит не один сезон. Будет проведено береговое укрепление и необходимая отсыпка. Дрена в этих работах будет не только углублена и расширена, но также будет произведена необходимый плановый текущий ремонт пешеходных мостов через нее. Талые воды со всего поселка Первомайский попадают сюда, в специальную дрену, которая в свою очередь впадает в озеро Кабан. Сейчас на его берегу работает спецтехника. Ее задача – расчистить проход для воды. Работы идут также в поселках Салмачи и Атары. Там полностью ремонтируют дренажную систему. Точечные работы уже начались в Аметьево и Старых Горках. На случай резкого потепления подготовили насосы, мотопомпы и мешки с песком. Подготовка к паводку идет во всех районах. Так, в Советском на 9 участках началась очистка русел рек Киндерка и Нокса. Тагир Валиди, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань.
И в завершении по-настоящему весенняя новость. Бурый медведь Фомка проснулся на 2 недели раньше. Обычный обитатель Казанского зооботанического сада из спячки выходит только в середине марта. Но раннее солнце разбудило Косолапова. Он отлично себя чувствует, бодр и активен. Аппетит тоже хороший, но первое время Фомка будет сидеть на растительной диете. Сейчас его кормят только овощами и хлебом, чтобы наладить пищеварение. Мясо в рацион хищника будут вводить постепенно. Чем теплее зима, тем меньше Мишка спит. Фома заснул у нас примерно в конце ноября, 17 февраля. Он начал уже высовывать нос, ему давали только пока снег, чтобы попить. И уже окончательно он начал стучать в шибер, вот этот закрывающийся перегородку, 1 марта. И уже мы его выпустили. Это были все новости к этому часу. До встречи. Базы отдыха компании «Татнефть» приглашают на заезды. Уютная обстановка, высокий уровень сервиса, разнообразие вариантов досуга. Базы отдыха компании «Татнефть» – это отличное место для активного отдыха с семьей и друзьями. Вся информация на сайте socialtatneft.ru и по телефону 38 63 98. Индюжина. Настоящее мясо индейки. Охлажденная продукция. Полуфабрикаты. Вкуснейшие деликатесы. Покупайте в супермаркетах и фирменных магазинах «Индюжина». Здравствуйте! По данным сервиса Яндекс.Погода, 4 марта усилится влияние северного ветра и в Татарстан начнет поступать холодный воздух. Но пока тепло и без осадков, в Бугульме, Бавлах, Азнакаево ночью -4, а днем -1. В Нижнекамске, Набережных Челнах и Елабуге днем около 0. К вечеру температура понизится до -5. Облачно с прояснениями в Агрызе, Менделеевске, Актаныше возможен снег. Ветер будет северным и порывистым. Одевайтесь тепло, берегите себя. Скандинавский антициклон покидает северо-запад Татарстана. В Арске, в Кукмаре-Балтаси ожидается сырая и ветреная погода, но пока еще теплая. К выходным резкого похолодания не избежать. В Болгаре, Держаном, Буинске переменная облачность. Небольшой мороз, -2 и небольшой снег. В Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачно с прояснениями, местами со снегом и порывистым ветром. На термометрах пока 0. Но в последующие дни температура будет понижаться. Февраль удивлял теплом и обилием осадков, а по прогнозам синоптиков, март еще напомнит нам о морозах и похолодании уже на пороге. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. У меня артроз. Протез, хоть и дорогой, не приживался. Так я попала в «Доктор Ост». Даже при тяжелых формах артоза сустав еще можно сохранить с помощью инъекции нового поколения. Жаль, поздно попала в «Доктор Ост». Были бы оба сустава целы. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет санчи. Благодаря свойству улучшать кровообращение, санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Продается в аптеках Фармлен. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. О погоде в столице. В Казани ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшой снег и около 2 градусов ниже 0. Ветер северо-восточный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 91%. Магнитное поле Земли спокойное. На дорогах очень скользко, будьте предельно осторожны. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.